Это в первую очередь, можно сказать, это тернистый путь к свободе. Это то, к чему мы стремились все время и стремимся по сегодняшний день. Это наша цель. То есть сделан первый шаг к этому. И это решение для нас очень важно, для всего чеченского народа. И это показывает, что все было не зазря. То есть наше сопротивление российским оккупантам. Вот. И мы сегодня, у чеченского народа есть надежда, что в один прекрасный день мы деоккупируем свою страну, вот, и чеченцы вернутся на свою землю, вот, проведут свободные выборы, как проводили в 1997 году, и мы будем уже восстанавливать свое. То есть восстанавливать свою республику, Чеченская республика Ичкерия. Для нас это очень важно, шаг Украины. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех украинцев, которые подписывали петицию, а также Верховную Раду. Хочу поблагодарить также тех воинов, которые сегодня воюют на фронтах, я имею в виду чеченские батальоны, которые воюют в Украине против русских оккупантов еще с 2014 года. И я скажу, что это заслуга всех, кого я перечислил. И также это заслуга тех, которые ушли, героев чеченского народа. Это наши воины, наши командиры, которые отдали свои жизни, а также все наши лидеры, которые были убиты русскими оккупантами. Конечно же, это всего лишь первый шаг, затем должны быть и другие действия, то есть, как я считаю, это уже признание президентом Украины, государством Украины, независимости чеченского государства. Но я хочу еще подчеркнуть, что было бы хорошо, если бы этому примеру Украины, с этим признанием чеченского государства, последовали бы и другие страны, скажем, балтийские страны. Мне, конечно же, хотелось бы и обратиться к ним, чтобы они последовали этому примеру и вынесли свое решение и сказали как есть, что наше чеченское государство – это независимое государство под названием Чеченская республика Ичкерия, и что это государство сегодня временно оккупировано, а также все действия России по отношению к чеченскому народу и по отношению к нашему государству – это был геноцид, такой же геноцид, который сегодня совершается в Украине. Это было раньше, в то время, когда другие страны боялись России, а сегодня у нас другая ситуация. Вот. Вещи называют своими именами, то есть политики мирового масштаба говорят открыто, что Россия – это террористическая страна. То есть никто сегодня не боится России. Раньше, да, боялись, не хотели терять отношения, поэтому и не высказывались. Даже когда нас убивали, чеченцев, Россия убила более 300 тысяч чеченцев за 2 войны. По признанию, это была Грузия, и, конечно же, я и скажу, что это и был и Афганистан. Признали вас. Да, да. Грузия и Афганистан. Да. И вы надеетесь еще, что страны Балтии сейчас это сделают? Да, последует примеру Украины. Я, конечно же, как и все другие люди, противник войны и каких-либо таких действий. Но я уверен, как и говорят другие чеченцы, что мы обязательно деоккупируем свою родную землю и обязательно туда вернемся. Как это будет, мы, конечно же, не можем говорить заранее, потому что мы не знаем, но мы готовы к любым действиям, чтобы вернуть свою родину, и это произойдет. И я скажу, что победа чеченцев, победа украинцев – это общая победа, будь это победа политическая, информационная, или же победа на фронте. Вот. Это будет общей победой, потому что у нас общие цели, одинаковые цели. Когда они заявили о мобилизации, на самом деле это могилизация, это когда молодых парней вот так насильно забирают и отправляют на войну, то есть умирать.
за интересы Путина, за интересы России сегодняшней. Вот. И мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы молодежь, чеченская молодежь, смогла спастись. Да, мы смогли помочь некоторым избежать этой мобилизации, чтобы они покинули Чеченскую Республику. И сегодня эти люди находятся в других странах. Вот, и делаем все возможное, чтобы помочь вот чеченской молодежи. И Кадыров, как я сказал, будучи преступником, вот, идет на вот эти преступные действия, где он насильно отправляет чеченцев воевать против Украины. Ну, там такая ситуация, что если молодой парень, например, не поедет в Украину, то могут убить его родственников, мать, сестру, брата. Вот. И под таким давлением он их отправляет туда в основном. Это террор, вот, истинное лицо Путина, сегодняшней России. Это бессилие России, бессилие российской армии. Вот. И именно то же самое происходило у нас, когда они уже понимали, что не могут что-либо сделать в боевых действиях, одержать победу, захватить какие-то рубежи, то они начинали наносить массовые ракетные обстрелы кассетными бомбами, зажигательными фосфорными бомбами, такими ракетами, как «У», «Скат». Это те же самые ракеты, которыми сегодня наносятся удары по Украине. Вот. Я помню, в 99 году, в октябре, были первые удары такими ракетами, когда они ударили по центральному рынку, по родильному дому и по мечети. В тот день было убито сотни человек, мирных жителей. Там не было мирных объектов, баз каких-либо. И такую же картину я видел, будучи в Украине, когда они ударили по Львову. Я был во Львове. И когда они ударили, вы помните, когда они убили журналиста «Радио Свобода», корреспондента, по Киеву, когда ударили. Те же самые воспоминания у меня были, как они стреляли вот так по населенным пунктам Ичкерии. То есть я лишь скажу, что это террористы, и это бессилие России, и это доказывает и показывает, что у России нет армии. Я, когда ездил в Украину, встречался с чеченцами из разных батальонов, общался с ними. Это была моя первая встреча с ними, кстати. И при разговоре даже с одним человеком, разговаривая вот так, я уже понял, что мы когда-то были вместе в боях во время Первой русско-чеченской войны. Я, будучи участником этой войны, Первой русско-чеченской, вот мы начали уже вспоминать там старое. То есть, что я хочу сказать, это ветераны двух войн, в основном ветераны двух войн, которые прошли вот эти две войны. И сегодня они продолжают этот путь, воевать против русских оккупантов, как и делали раньше у нас в Ичкерии. И сегодня у них настроение, скажем, боевое, и они продолжают воевать. Ну, я сейчас про места нахождения, конечно же, говорить не буду, их немало. Мы должны требовать и показывать тем странам, скажем, партнерам, что эта помощь необходима даже, да, в первую очередь для Украины, но также и для европейских стран, потому что Украина сегодня стала щитом перед этими странами. И если сегодня, не дай бог, ну я уверен, что это не произойдет, Россия победит в Украине, то они думают, наверное, что они там остановятся. Нет, это неправда. Они пойдут дальше. Россия пойдет дальше. И пойдет на Финляндию, пойдет на Балтийские страны.
Вот. И поэтому эта помощь необходима. Нужно показывать вот это. То, что Украина сегодня воюет за всех нас, за все человечество, потому что даже русские политики уже открыто заявляют, что даже пугают вот эти страны, что следующее будет Польша, например. Польша. И, конечно же, они должны быть заинтересованы в помощи Украине сегодня. Я скажу вот Украине, украинцам, просто напомню тот факт, что мы, чеченцы, воевали и воевали долго без какой-либо помощи извне. Ни одного патрона, ни одного доллара или там евро, скажем так. Не было никакой помощи. И мы могли воевать с одним автоматом в руках или там РПГ, гранатомет, не более. И мы держались долго, пока не иссякли вот эти ресурсы наши. Ну, даже если никто не будет помогать из европейских стран, я просто уверен, что Украина выстоит. Украина выстоит, потому что должна выстоять. Сегодня есть мы, чеченцы. Сегодня есть и соседи Украины, есть балтийские страны, есть и другие, которые, вот грузины есть, которые сегодня стоят рядом с украинцами. Даже и этой помощи будет достаточно, я уверен в этом. Вот. Народ России все равно, хоть и он не выступает против Путина, но не соглашается с ним. То есть своя жизнь дороже. И поэтому миллионы россиян сегодня покидают Россию и хотят покинуть ее. Они не остановятся. Этот поток беженцев в Монголию, там, в Казахстан, в другие страны, Грузию, Турцию, вот, он будет продолжаться, потому что люди все равно понимают, там, кто такой Путин и к чему он идет. Вот, и люди недовольны. И за Путиным много людей не встанут. Вот что нам это показывает. И то, что даже когда они прибывают на эти пункты, на свои базы, у них создаются такие конфликты, где они стреляют друг друга, где они ссорятся там. То есть и таких случаев много. И вот эти случаи там с поджогами, скорее всего, где они там курят в неправильных местах. Вот. Я думаю, что это тоже специально как-то делается. В первую очередь победу, общую победу. И, конечно же, я хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто вот принимал участие, и инициаторов этого проекта по признанию геноцида и по признанию независимости чеченского государства. То есть я благодарю Верховную Раду и всех тех, кто подписывал эти документы, то есть петицию. И хочу еще раз, чтобы мы вместе требовали от других стран сделать такой же шаг. Вот. И пожелаю победу, вот, потому что она нужна нам не только для Украины, но и для всех наших соседей, для чеченцев, для балтийских стран, для других людей. Мы обязательно победим, я в этом уверен.